Эпоха научно-технического прогресса, породившая, помимо всего прочего, глобальную автомобилизацию, потребовала проявления принципиально новой системы контроля и регулирования, которая была возложена на госавтоинспекцию, координирующую взаимоотношения государства и всех субъектов, задействованных в сфере автомобильного транспорта. Горы – не самое подходящее место для развития колесного транспорта. Первым транспортным средством, нарушившим вековой покой наших гор, стала двухколесная арба. В качестве тягловой силы использовали быков, буйволов и лошадей. Первые автомобили в Абхазии появились в середине десятых годов 20 века. Более широкое распространение автомобили получили после установления советской власти. В основном это был служебный транспорт, который обслуживал высокопоставленных партийных чиновников. Грузовые автомобили использовались преимущественно в создававшейся промышленности, реже в сельском хозяйстве и уже совсем редко для перевозки пассажиров, главным образом рабочих. В тот период самыми распространенными автомобилями были ГАЗ-А, ЗИС-101, КИМ-10, АМУ F-15. В этот период, а именно 3 июля 1936 года, на основании постановления Совета народных комиссаров было утверждено положение о ГАИ, что и считается датой создания ГАИ на всем постсоветском пространстве, за исключением Грузии и прибалтийских стран. Тогда-то и был создан в структуре НКВД Абхазской АССР отдел ГАИ. Первые постовые в городе Сухум появились уже в послевоенное время, когда количество автомобилей на наших дорогах увеличилось за счет трофейного транспорта. Позже, с началом масштабного строительства автомобильных дорог и подъемом автомобильной промышленности СССР, количество автотранспорта непрерывно увеличивалось. Наиболее бурным развитием ГАИ был отмечен период 60-х годов, когда вводится в действие единые в стране правила движения по улицам и дорогам, единая методика обучения водителей и приема экзаменов, начато применение индикаторов трубок для выявления водителя в состоянии алкогольного опьянения. Формируются подразделения ГАИ в каждом из районных отделений милиции Абхазии. В населенных пунктах Бзыбь, Бамбора, Приморская, Мачара, Хурея, Чбара сооружаются первые стационарные посты для осуществления надзора на загородных дорогах. Именно в эти годы начал свою службу в ГАИ Гудаутского РОВД Бигвава Виктор Игнатович, ставший впоследствии заместителем командира батальона ДПС. В Гудаутах, в Ачимчирах и в Барчелах старшие ГОСы были абхазцы, во всех остальных были только грузины. Вот такая, значит, так была поставлена работа. Автомобильный парк к тому времени, когда начал работать, был, я бы сказал, немногочисленный и не скоростной, малоскоростной. Обслуживали мы личный состав Гудаутского РОВД, работники ГАИ и отвечали непосредственно за район Гудаут, не за район, а за город и за сельские дороги. Трасса была обособлена, хотя мы несли ответственность за все, что происходит на трассе. Личный состав на трассе был в основном в пределах 80% состоял из лиц грузинской национальности. И, наверное, поэтому многое им прощалось, в том числе прощались те нарушения, из-за которых случались дорожные происшествия, которые можно было бы ими предотвратить. Динамика происшествий намного была меньше в начале моей работы, потому что и транспорта было меньше. С другой стороны, как я уже сказал выше, малоходные были машины. Дорожные условия были совсем другие. Там узкие были дороги, зигзагообразные были дороги с недостаточно хорошим покрытием, поэтому скорости большие и по классу машин тоже не развивались. Но все-таки дорожные происшествия были, но с менее тяжкими последствиями, хотя и не исключались и со смертельным исходом. Только в 70-м появились светофоры, теперь носимые рации, стационарные рации, но свисток милицейский появился намного раньше. Первые посты, стационарные посты по Абхазии появились, память не изменяет, в 1962 году. Там работали люди, которые не назначались руководителями горрайорганов. Это была определенная служба. Сначала это было дивизионом, а потом сделали его объединенным дивизионом. И туда принимались на работу это руководители подразделений ГАИ республики и дивизиона самого. И не работали мы вместе. Были рейды, мы иногда делали, и то через палочный такой, как говорится, принужденном виде. А так они работали отдельно, мы работали отдельно. Хотя
каждый старший госавтоинспектор в районе нес ответственность за все, что происходит в районе. Бурное развитие автомобильного транспорта вкупе с развитием курортов в 80-е годы в окончательном виде сформировало карту автомобильных дорог Абхазии, основных направлений и маршрутов, периодов увеличения потока транспорта. В период Отечественной войны народа Абхазии практически весь личный состав госавтоинспекции негрузинской национальности вошел в число первых отрядов сопротивления грузинским оккупантам. Работа госавтоинспекции в этот период была сведена к деятельности регистрационного подразделения, функционировавшего в городе Гудаута. Во время войны у нас еще трудности были с госномерными знаками. Мы обратились опять же в Россию, изготовили. В общем, все делалось для того, чтобы выехать в Россию без каких-нибудь нареканий, чтобы водители наши ездили по необходимости. Отличительной особенностью послевоенного времени стало падение до нуля водительской дисциплины. Правила дорожного движения нарушались сплошь и рядом. Светофоры, дорожные знаки и указатели превратились в мишени для стрельбы. Представьте себе, все вооруженные до зубов. Все ездят на машинах, трофейные машины. Ни у одного ни прав, ни номеров. Первое время, когда мы вышли на улицу, с нас смеяться начали. Вам что, говорят, жить надоело? Вас не добили на войне, так здесь добьют. Да. Такие тоже были. Это действительно было очень-очень сложно. Не было ни крыши над головой, ни техники, ни ручек, ни бумажек, ничего. Все начинали с нуля. 100% все те, которые были в ГАИ, эти ребята, которые воевали. Саман, Базурик, Мархоля, Чичико, они с ранениями, так же, как и я, еще полностью не были вылечены и стали в строй и стали наводить порядок. Для нас, сотрудников ГАИ, война не кончалась еще 10 лет. Опять же, такими же трудностями мы сталкивались. У нас на дорогах не было никаких почти дорожных знаков, разметки, ямки, кадров у нас вообще не хватало. И фактически мы брали на работу, никаких проверок не проводили. Да, поэтому и было трудности. Служба госавтоинспекции не осталась в стороне от процесса развития всей страны. Начиная с 2000-х годов, благодаря поддержке государства и коллег из ГИБДД России, госавтоинспекция переживает планомерное улучшение обеспеченности необходимой спецпродукцией и спецтехникой, необходимой для осуществления своих функций. В эти годы были изготовлены первые образцы водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортных средств и номерных знаков с символикой нашего государства, пришедших на смену аналогичной спецпродукции времен СССР. Благодаря наших коллег, однокурсников российских, мы начали потихоньку становиться на ноги, приобретать потихоньку и технику, и транспорт, и все посты заработали. Мы с российскими нашими коллегами сделали эскиз новых водительских удостоверений и государственных номерных знаков, техпаспортов, все, что необходимо, мы подготовили и решили вопрос положительно. И к этому я хочу еще отметить то, что в 2003-2004 году издавали книгу «Справочник водительского удостоверения стран мира». И мы, как государство, Республика Абхазия, наши водительские удостоверения были зарегистрированы в этой книге. Это было большое достижение для ГАИ Республики. И, в общем, благодаря этому мы могли вообще по всему миру ездить без каких-то проблем. И за этим мы изготовили госномерные знаки с нашим символом. И, в общем, по работе ГАИ все возможное было сделано для того, чтобы
чтобы наши водители выезжали за пределы Республики Абхазия. Помимо прочего, в последнее время в арсенале ГАИ появились мобильные стационарные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, позволяющие выявить нарушителей в потоке транспорта, приборы для определения уровня алкогольного опьянения, нарушение правил тонированности стекол, более современные транспортные средства. Все послевоенное время основной является проблема нехватки квалифицированных кадров. Для ее решения с прошлого года на базе Сухумской школы милиции запущена программа подготовки кадров для ГАИ. Первый выпуск, который хоть и небольшой по своему численному составу, состоится уже в этом году. Перечисляя улучшения в работе ГАИ, нельзя не отметить качественные сдвиги в последнее время в улучшении инфраструктуры дорог, что в течение длительного времени являлось причиной дорожно-транспортных происшествий. Сегодня, помимо качественного покрытия на главной артерии страны, автомобильной дороге Псоу-Ингур, производится ее оснащение электрическим освещением, что не только избавит нас от аварий, но и обеспечит водителей более комфортными условиями для езды в ночное время. На сегодняшний день наше правительство, когда сделало Сухуми до Гудауты, фактически сегодняшний день освещение, на 50% можно сказать, что ночное время дорожно-транспортное происшествие сократилось. И в будущем, надеемся, и есть разговоры, то, что у нас будет установлены видеофиксации. Я думаю, что намного улучшится положение в ГАИ. Немало уделяется внимания пропаганде безопасности дорожного движения. Собственными силами и управлением ГАИ подготовлены и изданы учебные пособия по изучению основополагающих требований безопасного поведения на дорогах для старших и младших классов общеобразовательных школ и для детей дошкольного возраста, учебные пособия для автошкол, брошюры и памятки для водителей. На основе указанных учебных материалов в школах и детских садах проводятся уроки по изучению основ безопасного поведения на дорогах и безопасности дорожного движения. Школьники привлекаются госавтоинспекцией для участия в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения. Радует то, что дети активно принимают участие в этих мероприятиях, и это вселяет надежду в то, что у нас растет поколение, воспитанное на внимательном отношении к своему поведению и к окружающим на дорогах. Сегодня исполняется 77 лет службе госавтоинспекции, службе, основной задачей которой является обеспечение безопасного передвижения на дорогах страны, то есть службы, призванной обеспечить то, чего мы сами зачастую не делаем. Я бы хотел поздравить всех работников ГАИ первым долгом терпения, здоровья, семейного благополучия.